Мурада Зязикова, как судьба преподнесла новые испытания. В республике особенно пострадали тогда от наводнения Сунжинские и Джейрахские районы. Водой размыло тогда улицы и целые населенные пункты. Ущерб, нанесенный республике тогда стихийным бедствием, составлял более 700 миллионов рублей. Глава республики лично руководил всем процессом. В горном селении Альгетти крова лишились 300 человек. Мурад Зязиков пообещал им, что к зиме все они въедут в новые дома. Yurti съезжи. Угыз дукнах бяха, дуккай укшнах бах. Аз угзар вей угз агалдан кычада долхи. Хедергаха угз халqa бяха нахби. Цан халишка да халишка низ худдац. Угз дигахч. Уж энныч. Уж энныч дигахч. Шун безим болтч. Тахката шу حاجة специалист би строитель царь. إذا ده مكتب شو خديوش خозش خديوش إيش حاجة ده شو أنا بأخذتش. И буквально через 2 месяца село заново выстроили. Наверное, после событий были какие-то сомнения, что будет ли оказана какая-то помощь или в строительстве и так далее. Но воочию мы сегодня можем убедиться, насколько это серьезно. И дома уже стоят, жители уже заселяются. В тот период глава Ингушетии очень часто вылетал в Москву, ведь было ясно, здесь на местах проблему не решить. Необходима помощь федерального центра. И действительно, благодаря личным встречам, а также высокому авторитету Мурада Зязикова, сумма, выделенная центром на восстановительные работы после стихии республики, увеличилась в 3 раза. Ну что, режем ленточку? На счастье. На счастье. Держите это самое. Держите с этой стороны. Президенту надо дать, чтобы он отрезал с этой стороны. Я возьму себе кусочек, да? А вы вот сюда. Я рядом с вами отрежу. Да. Вот. Тоже, пожалуйста, этот самый. Главное, вот вам ленточку. Вам ленточку. Довольны, да? Очень хороший, довольно. Вот немножко осталось мебель. С мебелью Ничего, поможем. мебель будет после, все будет после.